Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара, и с вами я, Нарсол Абухва. Я расскажу коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Память останется. В Абхазии во время грузино-абхазской войны пропали без вести около 200 человек. 30 августа отмечается Международный день пропавших без вести. Еще не все правила нарушены. За прошедшую неделю и праздничные выходные дни сотрудниками подразделений госавтоинспекции выявлено большое количество нарушений ПДД. Учитель года. Более 100 педагогов из Абхазии и России принимают участие в 4-й международной летней школе в Очимчире. 30 августа отмечается Международный день пропавших без вести. В Абхазии во время грузино-абхазской войны пропали без вести около 200 человек. Их судьба до сих пор неизвестна. Матери погибших защитников Отечества, ветераны войны, члены правительства и представители общественности возложили цветы к мемориалу в парке боевой славы в Сухуме. А в музее боевой славы открылась фотовыставка, приуроченная к этой дате. Мероприятия были организованы комитетом по пропавшим без вести МККК. Репортаж Азины Ханагу. 30 августа во всем мире отмечают Международный день пропавших без вести. Для Абхазии это особая дата. Десятки семей в нашей стране не располагают сведениями о судьбе близких людей. Они давно не питают надежды увидеть родных живыми, но жаждут хотя бы похоронить их останки, как того требуют обычаи. Во время войны без вести пропали не только бойцы, но и мирные жители. В их числе артисты, поэты, общественные деятели. До сих пор остается неизвестной судьба поэта Таифа Аджба, его и еще нескольких мужчин. 9 октября 1992 года группа вооруженных грузинских гвардейцев вывела из многоквартирного дома в новом районе Сухума. Супруге поэта Риме Кугуне тяжело говорить об этой душевной боли. Мы сдавали анализы, между прочим, Красный Крест очень много делает для этого, но пока наших не нашли. Я вообще почему-то думаю, что их совсем не здесь они похоронены, и что они их просто уничтожили, возможно, даже другими какими-то методами. Ну, вы знаете, он вообще был духом очень сильный человек, но физически он не был таким сильным. И я, когда говорили долгое время, что возможно, что он где-то находится, все, я знала, что если даже его где-то лелеют и холят, он этого не выдержит. Мои дети лишены отца, мои родственники лишены того, чтобы человека оплакали. Нету человека, вот как будто бы канул прямо в небытие. Ну, что делать? Жизнь продолжается. Дай Бог, чтобы больше никогда такого не повторилось. И чтобы мир был во всем мире. Абхазия приступила к поиску пропавших без вести в 1994 году, когда была создана Государственная комиссия при президенте республики. Комиссия начала составлять базу данных о пропавших во время боевых действий людях, в том числе и военнослужащих абхазской армии. Были опрошены сотни свидетелей, изучены архивные материалы судебно-медицинской экспертизы Сухума и больниц Абхазии. Проводились интенсивные переговоры с грузинской стороной с целью нахождения пропавших без вести или выяснения их судеб. В Абхазии за период грузино-абхазской войны пропали без вести до 200 человек. В 2011 году в республике начались работы по эксгумации тел погибших с целью их дальнейшего опознания. Таким образом, в республике начала работать программа миссии Международного комитета Красного Креста, согласно договоренности с правительством нашей страны. Уже в декабре 2013 года были названы имена первых 7 опознанных бойцов, эксгумированных в парке славы. По статистике около 200 числится пропавших без вести, но ищут 175. Мы должны быть благодарны Международному Красному Кресту, который вот уже на протяжении вот этих послевоенных лет занимается этой проблематикой. Но поиск пропавших без вести у нас начался интенсивно с 2010 года. Неоценима роль движения матерей Абхазии за мир и социальную справедливость в поисках без вести пропавших. Председатель организации Гули Кичба, как никто другой, знает, как важна данная работа и насколько психологически сложно заниматься этим вопросом. Она отметила, что потерявшие в войне своих близких не теряют надежды узнать об их судьбе.
судьбе. Этот вопрос ставили перед каждым президентом, перед каждым руководством страны. И слава Богу, что мы нашли понимание. Это нелегко было, потому что это с противной стороной надо было договариваться. Очень много без вести пропавших грузинских бойцов здесь у нас на нашей земле. Они должны быть отправлены на свою историческую родину. А единственный вопрос мы ставили всегда, и руководство страны в том числе, чтобы поиск пропавших начался именно с парка Славы. Мы знали, что здесь были захоронены неопознанные бойцы нашей войны, которые при перезахоронении у республиканской больницы, если вы помните, потому что именно у республиканской больницы были сброшены в эту яму и облиты кислотой именно абхазские бойцы, абхазской национальности люди. Международный день пропавших без вести отмечают во всех странах, где есть люди, пропавшие в результате вооруженных конфликтов. Цель этой даты – напомнить о тех, чьи судьбы неизвестны, о семьях, которые потеряли и ищут своих близких. Право знать о судьбе родственников является одним из главных положений международного гуманитарного права и прав человека. Уже более 10 лет действует специальная комиссия по пропавшим без вести. Изначально она была сформирована при Кабинете министров, но с недавних пор эти функции были переданы другим ведомствам, в частности Министерству иностранных дел, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству здравоохранения и ряду других. Я хочу отметить особую роль, которую играет Международный комитет Красного Креста в работе по поиску и идентификации пропавших без вести. Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить представителей Международного комитета Красного Креста за ту большую помощь и поддержку, которую они оказывают нашей республике. Благодаря проделанной работе за прошедшие 10 лет останки 44 бойцов были идентифицированы и переданы семьям. В списках еще более 100 человек. Работа по поиску пропавших без вести будет продолжаться. Обучены молодые специалисты, молодые люди, которых Красный Крест обучил вот этой идентификации, заниматься, значит, вот поиском пропавших без вести. Это организация, по-моему, из 6 человек, «Бридж» называется. И мы рады, что именно наши местные люди будут заниматься этой темой, потому что этот поиск будет, наверное, длительным. И дай Бог, чтобы все остальные, которые не опознаны, в скором времени будут возвращены эти останки семьям, в их дома, в их родственникам. Далее в Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба открылась однодневная фотовыставка пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. Под их фотографиями сделаны надписи, цитаты из книги «Кого судьба не сберегла». Это выдержки из воспоминаний родных и близких, пропавших без вести во время войны. Впервые эти фотографии были представлены в 2022 году. Затем их передали в музей. Шазина Ханагуа, Тимур Гугохя, Абхазское телевидение. Вечером на площади перед Абхазским драматическим театром прошла акция «Свеча памяти» в годовщину Международного дня жертв насильственного исчезновения или Дня пропавших без вести людей. В Сухуми были зажжены свечи и выложено слово «Помним». Также был показан документальный фильм о работе миссии МККК по эксгумации и идентификации останков бойцов. Аслан Бжаня поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения. Убежден, что первые шаги, проложенные между нашими странами в сфере двустороннего сотрудничества, поведут нас по пути развития дружественных и плодотворных отношений, отмечается в поздравлении. Бжаня пожелал Лукашенко доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем жителям Беларуси мира и процветания. Раскрыто преступление, имевшее место в Центральном Гагарском парке. Задержан подозреваемый, похищено и изъято. В нашем выпуске оперативная сводка МВД. По горячим следам раскрыто преступление, имевшее место в Центральном Гагарском парке. У потерпевшего, отдыхавшего в парке принца Эльденбургского, на тот момент неустановленным лицом была совершена кража сумки с личным имуществом. Мужчина с заявлением обратился в дежурную часть УВД по Гагарскому району. Принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска районного управления внутренних дел установили личность подозреваемого в совершении данного преступления и задержали в селе Багрыб Станиязан Дереник Багратовича 1980 года
года рождения гражданина Республики Армения, находящегося на отдыхе в Абхазии. При личном досмотре сотрудниками милиции у подозреваемого были обнаружены похищенные предметы, а именно сумка с документами на имя заявителей, денежные средства в сумме 65 тысяч рублей. Похищенное имущество изъято, опознано и возвращено владельцу. В отношении гражданина Ниазян по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 155 Уголовного кодекса Республики, возбуждено уголовное дело и назначена мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование проводит следственный отдел УВД по Гагарскому району. Незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере вменяется жителю города Сухум. Представьтесь, пожалуйста. Амич Павел Геевич, Какого года рождения? 78-го года рождения. Где вы проживаете временно? В районе Почалмаз. Почалмаз, а зарегистрированы Чалмаз. Гражданин Амичба был задержан, когда следовал на автомобиле Митсубиси по улице Гумистинская в городе Сухум в результате совместно проведенных оперативных мероприятий с сотрудниками ОКОН МВД и Службы государственной безопасности Республики Абхазия. При личном досмотре у мужчины были обнаружены свертки. Гражданин Амичба, вам задается вопрос, имеется ли при вас что-либо запрещенное в гражданском обороте, оружие, наркотики и боеприпасы к ним? Нет, оружия нет. А что имеется у вас запрещенное? Наркотик. Наркотики имеются. Так, граждане понятые, обратите внимание, пожалуйста, мы обнаружим свертки черного цвета, 2 из которых изолированы черной изолентой, 1 сверток полиэтиленовый. В изъятых свертках содержалось белое вещество, как впоследствии установлено экспертами, наркотическое средство метадон. Также изъяты банковские карты и 2 сотовых телефона фирмы Poco и Redmi с фотографиями мест так называемых тайных закладок. Задержанный пояснил, что информацию о реализуемых закладках он отправлял посредством мессенджера телеграм-куратору под ником Лика. Что вы делали? Какие ваши действия именно были? Ложил в траву там или в землю, не знаю. И фотографировал, отправлял. Фотографировал, то есть путем тайных закладок, я правильно вас понимаю? Да. Далее в ходе оперативно-розыскных мероприятий было обследовано транспортное средство гражданина Амичба. В одном из отсеков салона автомобиля за бытовыми предметами в бумажной салфетке были спрятаны аналогичные ранее изъятым заизолированные свертки. В общей сложности сотрудники ОКОН обнаружили 8 готовых к реализации упаковок с наркотическим веществом. Граждане понятые, обратите внимание, внутри полиэтиленовый пакет, внутри которого просматривается вещество светлого цвета. Принадлежность изъятого вещества к наркотическому средству метадон также установлена экспертами криминалистического центра МВД Абхазии. Как пояснил гражданин Амичба, обнаруженные свертки с наркотическим веществом он хранил частично для личного употребления, а часть для сбыта, который реализовал путем тайных закладок. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий с участием задержанного и также в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, последний указал на места ранее сделанных закладок. На участках местности в городе Сухум по улице Героев-Пограничников и улице Аргун, а также по улице Шерской в Сухумском районе сотрудниками ОКОН было обнаружено и изъято еще 5 свертков с расфасованным в них аналогичным наркотическим веществом, которые не дошли до конечного потребителя. В общей сложности масса изъятого у гражданина Амичба наркотического средства метадон, согласно справке экспертов, составила более 11,3 граммов, что является особо крупным размером. В отношении Амичба Эрика Гивевича, 1978 года рождения, в деяниях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом В частью 3 статьей 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, возбуждено уголовное дело. Расследование проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. За прошедшую неделю и праздничные выходные дни сотрудниками подразделений госавтоинспекции выявлено 1904 нарушения ПДД. 69 водителей привлечены к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии. Подробности в материале пресс-службы МВД. 242 протокола об административных правонарушениях составлено сотрудниками ГАИ в ходе рейдовых профилактических мероприятий 28 августа. Рейд проходил под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киот. Цель сегодняшних мероприятий – предотвращение нарушений, способствующие
возникновению дорожно-транспортных происшествий. Основной упор сегодня производится на водителей, управляющих маршрутными такси, так называемыми спринтерами. И уже на данный момент выявлено 2 факта употребления водителей наркотическими веществами. Транспортные средства задержаны, водители также тоже задержаны. В связи с частыми обращениями граждан с жалобами на поведение водителей маршруток, основной упор сотрудники сделали на водителей, осуществляющих пассажирские перевозки. Сотрудники проверяют водителей тщательно, особо реагируя на управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии. Уже за первые 2 часа рейда было выявлено 2 водителя в наркотическом опьянении, перевозивших граждан. Статистика показывает, что основное количество ДТП совершается водителями под алкогольным или наркотическим опьянением. Сотрудники милиции работают без выходных, постоянно призывая граждан к бдительности и безопасному вождению, а также соблюдению правил ПДД. Всего в ходе рейда 28 августа было выявлено 12 водителей в нетрезвом состоянии, управлявших автомобильным средством. Все они были отстранены от управления автомобилем, лишены прав на 6 месяцев и подвергнуты административному штрафу в 30 тысяч рублей. Министр внутренних дел Роберт Кьют поручил усилить рейдовые профилактические мероприятия в отношении водителей, осуществляющих пассажирские перевозки. Ознакомиться с работой и перенять опыт. С такой целью уполномоченная по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия посетила семейный центр помощи семье и детям «Непоседы», расположенный в Московской области. Руководитель центра Наталья Курышова провела экскурсию для Мактины Джинджолия и подробно рассказала о деятельности учреждения. Состоялась встреча с руководителем окружного управления Министерства соцразвития Московской области Игорем Мамоновым. Он рассказал, как работает орган опеки Московской области, какие существуют протоколы взаимодействия между представителями различных органов, защищающих права и интересы их детей. Более 100 педагогов из Абхазии и Российской Федерации принимают участие в 4-й международной летней школе «Учитель года», которая открылась в Очимчире. Мероприятие представляет собой дискуссионную площадку и одновременно школу развития для учителей. Основная задача – это знакомство с передовыми научными достижениями, педагогическими методиками, современными образовательными технологиями и возможностями их применения. Асида Маля расскажет подробнее. Летняя школа – это образовательный проект для тех, кто учит учиться, ведь по принципам современных методик в воспитании мыслящего поколения важно именно это. Потому повышать свою квалификацию из раза в раз крайне важно, и в Министерстве просвещения относятся к этому скрупулезно. Это наш совместный проект с межрегиональным клубом «Учитель года». Наши гости с самых разных регионов России. Это Иркутск, Красноярск, Оренбург, Воронежская область, Москва. То есть самый большой спектр регионов. Приехали, откликнулись на наше приглашение. И я уверен, что опыт этот бесценный, который мы перенимаем, будет применен в работе наших учреждений. Особенно направление начальной школы для нас было приоритетно, потому что это первая ступень среднего образования. Закладывается фундамент. У нас было летом в прошлом году и дошкольное образование. В этом году мы сфокусировались на первой ступени начальной школе. И в следующем году и зимой мы будем эту традицию продолжать, потому что учителя хотят. Летнюю школу решили провести в Очимчире, в стенах местной школы-интерната. Для участия в образовательном проекте туда съехались 90 педагогов из всех районов республики. Для них провели тренинги по направлениям начальная школа и физическая культура. А ведут их лучшие из лучших, заслуженные учителя России, лауреаты и победители известного российского конкурса «Учитель года», также тренинги по направлению абхазский язык в неабхазских школах, которые проводят местные учителя. Мы привезли команду из 11 педагогов. Они представляют все разные регионы, все являются победителями своих региональных конкурсов «Учитель года». То есть это учителя с большим опытом, и опытом не только преподавания, но и распространения своих педагогических практик, потому что они постоянно этим занимаются. И все они действительно в один голос подчеркивают, что хотя им приходится работать по такой программе примерно в разных концах России, но что именно в Абхазии удивительно отзывчивая аудитория, и нам действительно очень интересно работать с абхазскими учителями, потому что они сразу же на все реагируют.
Тренинги впервые проводили по физкультуре, пению, труду и рисованию. Это очень важные предметы в комплексе, формирующие ребенка, уверены в Министерстве просвещения. А еще особое внимание уделяется абхазскому языку в неабхазских школах. Потому Министерство просвещения внедряет новые учебники, пособия, мультимедийные линии. Вместе с тем намерено менять и методологию преподавания. Летняя школа готовит как раз таких специалистов. Аԥсуаа ҳарҵаҩцәа, алекторцәа, ацхыраагӡа еиқәыршәаҩцәа ахьалахәу иара иаҳа аԥсуаа ҳзын иактуалу азҵаарақәа цәырганы абри аԥсуа бызшәа арҿиаразы ацхыраагӡатә методикақәа ӡырганы иаҳдырбеит, иҳаладырҵәеит. Все лекции очень насыщенные, хотя они по времени проходят 45 минут, как наш урок, но мы получаем так много информации, так много подходов, что с каждой лекции я смогла забрать максимальную информацию. Летняя школа «Учитель года» начала работу 28 августа и завершила ее в преддверии начала нового учебного года. Очевидно, что влюбленные в свое дело педагоги приступят к своим обязанностям с еще большим энтузиазмом. Асида Малия, Аляс Курсая, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. Приближается 1 сентября. Самое волнительное время для школьников и их родителей. Все нужно успеть купить. Форму, портфели, канцелярские принадлежности. Благотворительный фонд «Киараз» организовал акцию в помощь многодетным и малоимущим семьям. Все детали у Сарии Кварасхели. Наступила самая волнительная для школьников и их родителей пора. Совсем скоро начнется новый учебный год. 1 сентября с нетерпением и трепетом ждут особенно первоклашки. Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок в этот день был красивым и счастливым. Но, к сожалению, в нашей стране есть немало семей, которые не имеют возможности обеспечить своих детей даже самыми необходимыми школьными принадлежностями. В помощь таким семьям и направлена акция, которую организует благотворительная общественная организация «Киараз». Ежегодно 1 августа мы запускаем акцию по сбору средств на приобретение школьных принадлежностей детям. Что очень нас радует, это то, что люди откликаются. Конечно, сразу всю сумму собрать не получается, и мы идем на такой небольшой риск, делаем предварительный заказ, потому что нам нужно еще его привезти. Но чем ближе время получения заказа, тем больше мы понимаем, что мы соберем все-таки всю необходимую сумму. Помимо того, что можно помочь финансово, мы всегда принимаем саму канцелярию. И у нас все эти годы в магазинах канцелярских принадлежностей были установлены коробки, куда люди могли покупать и жертвовать необходимое. Также к нам люди и в офис приносили все, что они считали нужным. Дарить добро всегда важно и приятно. Для семьи Яны Гамгия, которая учится в Ачимчирском лицее-интернате, оказываемая Киаразом помощь бесценна. У Яны есть маленькая сестра и старший брат, ученик 6 класса. Дети с нетерпением ждали своей очереди. Улыбаясь, девочка отметила, что работники благотворительного фонда и все причастные к акции стали им родными людьми, которые никогда не остаются в стороне. В этом году мы ориентировались на списки прошлого года. В прошлом году мы охватили свыше 1000 детей. То есть мы можем прогнозировать, что где-то 1000 детей в этом году мы сможем обеспечить всем необходимым. Помимо того, что это дети, семьи, которые стоят у нас на учете, именно в нашей организации, мы также помогаем семьям, которые стоят на учете социальной службы, каких-то других фондов. Бывают такие ситуации, когда люди оказались в непростой жизненной ситуации и обратились к нам за помощью. Таким мы тоже не отказываем, поскольку благодаря неравнодушию людей и благодаря тому, что мы смогли собрать необходимую сумму, необходимое, мы имеем возможность оказывать помощь тем, кому она нужна сегодня. Хочу поблагодарить от лица всей нашей организации и от лица всех наших детей каждого человека, который оказал нам поддержку. Для нас никогда не бывает
маленькой помощи. Любая сумма, которая была перечислена в нашу организацию, это вот все то, что мы сегодня видим. Все это благодаря тем людям, которые не прошли мимо. В зависимости от того, в какой класс идет ребенок, ему выдается разный набор канцелярских принадлежностей. Дневники, тетради, картонная бумага, цветная бумага, краски, ручки, карандаши. Всего было закуплено товара на 650 тысяч рублей. Сария Кварацхеля, Сидамалия, Константин Парулова, Абхазское телевидение. В минувшие выходные в городе Смоленск проходил финал международного фестиваля баскетбола 3х3 концерна «Росэнергоатом» и Лига регионов, в котором достойно выступила команда Абхазии. По словам тренера Смоленского государственного университета спорта Павла Захарова, абхазские баскетболисты показали неплохие результаты. До 2 сентября они будут участвовать в учебно-тренировочных сборах и готовиться к новым соревнованиям. В городе Смоленске проходил финал Лиги регион, где команда Абхазии достойно выступила, показала неплохие результаты. И на данный момент до 2 сентября у них проходят учебно-тренировочные сборы, подготовка к предстоящим соревнованиям, которые будут проходить на площади Ленина. 2 сентября Смоленская крепость. Тренировки на сборах у нас проходят двухразовые. Утром мы занимаемся над технической подготовкой игроков. Вечером работаем над взаимодействиями, работаем также над функциональной подготовкой, чтобы ребята вышли 2 сентября на пик формы, показали еще более хорошие результаты и порадовали своей игрой Абхазию. В Сухумском олимпийском бассейне прошли детские соревнования по плаванию, приуроченные ко Дню города Москвы. В них приняли участие 45 молодых спортсменов до 11 лет и от 12 до 16 лет, представители местных секций по плаванию. Участники соревнований выступили в вольном стиле плавания на спине, брасе и баттерфляе в дистанции на 50 метров. Победителям вручили кубки, медали и грамоты. Также каждый участник получил подарки от правительства Москвы. Мероприятие было организовано при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского дома соотечественника и его филиала Дома Москвы в Сухуми. Все мы знаем, что в советские времена водные виды спорта были крайне популярны в Абхазии. И это прекрасно, что сегодня, в наши дни, после, так сказать, небольшого перерыва, плавание обретает вторую жизнь. И в этом большая заслуга вас, как тренеров, людей, которые смогли открыть бассейн, и, конечно же, детишек. Мне хочется надеяться, что благодаря подобным мероприятиям этот вид спорта станет более популярен, и что в ближайшее время создадут все необходимые условия для того, чтобы вы могли заниматься плаванием в течение всего года. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 31 августа, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 18-23, днем 28-33 градуса тепла. Температура морской воды плюс 29 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.